Я сегодня мое выступление хотел бы посвятить очень практическим вопросам. Как гендерная идеология проникает сегодня в нашу жизнь здесь, в нашей традиционной белорусской реальности. Отец Франческо хвалил Беларусь, да, говорит, что у вас правительство защищает, а президент, про президента он не говорил, он говорит, вас вообще власти защищают традиционные ценности. И мы если объективно посмотрим вокруг нас, у нас, у белорусов жизнь налажена. Автобусы приходят вовремя, поезда приходят вовремя, по улицам не бегают маньяки с ножами, да, то есть машину можно оставить открытой, ее никто не ограбит, да, у нас силовые структуры работают як треба, да, то есть мы себя чувствуем комфортно. И, в принципе, у нас кажется, что, наверное, из традиционных семейных ценностей у нас все в порядке, да, потому что, любой себя уважающий чиновник скажет, конечно, мы за традиционные, конечно, семья, это все супер, все класс, мы согласны полностью и руками и ногами поддерживаем мужчины и женщины, это классика, как говорит наш президент, да, то есть, в принципе, у нас ощущение, что и в традиционных ценностях у нас тот же такой, знаете, благополучие, да, Один только пример. Главу государства у нас на протяжении последних 10 лет, до 2020 года, вводили в заблуждение, что у нас растет население. Кто в теме понимает, о чем я говорю, говорит, смотрите, у нас красота, у нас каждый год уменьшается вилка между рождаемостью и смертностью, и эта вилка у нас уже скоро сравняется, она сравнялась в районе 15-17 года, и президент говорит, наконец-то мы пойдем вверх. А никто не сказал, что рожает сейчас поколение, мое поколение рожало, знаете, у которых 70-е, 80-е годы, последние перестроечные, вздрыги, да, этого женского большого пузыря, которые рожали по своих двоих детей, и все. Кончился этот перестроечный пузырь, и что, у нас теперь рождаемость в таком минусе. Прошлый год, если я не ошибаюсь, минус 50 тысяч у нас. И дальше оно растет. Получается, а президенту вешали лапшу на уши, что у нас все отлично, все супер. Кто вешал? Значит, понимаем, что есть какая-то прослойка людей, которые имеют доступ к президенту, имеют доступ в самые высокие кабинеты, где принимаются самые серьезные решения, чтобы фактически убаюкать и сказать, что у нас в сфере традиционных семейных ценностей все так же прекрасно, как в сфере сельского хозяйства, деревообработки или транспорта, не знаю, дорог, все что угодно. Но в этом году уже и дороги как-то не очень. Да, так что мы понимаем, что далеко все не так просто. У нас появился, сегодня хвалили Министерство труда и соцзащиты, у меня аж дрыжики по коже, когда я говорю про это министерство, потому что это министерство, где есть отдельное гендерное управление, да, по гендерной политике. То есть, прям ввели и сказали, у нас есть гендерная политика, и красота, да, то тут с одной стороны мы говорим, что гендер, да, это фактически вообще уничтожение всего и вся, это фактически уничтожение каких-либо здравых смыслов, какие еще в обществе остаются, а с другой стороны у нас продвигается, не дам соврать, с месяц, может, 2 назад, была неделя гендерного равенства. Детки в школах фотались с такими классными плакатиками, гендерное равенство и бла-бла-бла. Да, то есть, да, у нас еще, пока президент при власти, у нас понимается, что есть 2 гендера, мужской и женский. Люди, мы, наверное, последняя страна на этой планете, где в это верят, да, типа верят. На самом деле, они в Минсоце ни во что они уже в это не верят, они все прекрасно понимают и знают. Никто серьезный социолог не подтвердит этого. Гендеров минимум 6, а фактически их до 72-76 гендеров. Число их растет. И поэтому, знаете, когда говорят, что у нас традиционное все, даже на уровне Минсоца у нас ничего традиционного нету. Задали вопрос активисты парламент. Когда у нас будут защита традиционных семейных ценностей? Сегодня предыдущая докладчица так шикарно сказала, да, то есть, что нужна отдельная хартия, отдельный закон, все что угодно, чтобы отдельно было прописано. Это традиционные семейные ценности. Задали вопрос в парламент, ответ из парламента, что каждой семьи ценности свои. Это называется абсолютный релятивизм. Да? То есть для одной семьи нормой является просмотр совместной порнографии. Да? То есть для другой семьи это свадьба. Да, еще есть семьи, знаете, свингеров, они меняются партнерами. Всякие семьи. Получается, давайте мы примем все ценности, смешаем некий коктейль, и у нас получится широкая ценностная. Это ответ из парламента. Знаете, и один политолог пытался этот ответ озвучить на большом разговоре президента, так его же не допустили, что не дай бог президент узнает о том, что в парламенте у нас сидят такие люди, которые озвучивают такие мысли. Ценности у всех свои, да, получается. У кого-то ценности педофильские, у кого-то капрофильские,
кто-то потихонечку каннибализмом забавляется, да, то есть давайте доведем это все до абсурда. Вот. Сегодня мы все четко понимаем, что коллективный Запад сегодня превратился фактически в Содом и Гоморру. То есть это уже, наверное, никому не нужно сомневаться, да, то есть это видно, открываешь любую новостную ленту, да, то есть, ну, вот сегодня, например, на повестке дня ключевая идея — это смена пола детьми без каких-либо ограничений. То есть ребенок в 11 лет сказал: хочу менять пол, никто ему не должен препятствовать. Это его святое право, это его, даже не знаю, как сказать, вот те как раз свободы, о которых говорил отец Франческо. Да? То есть мы свободны, тебя уничтожать. И с одной стороны нам говорят, нам нужно ограничивать это, а с другой стороны, да, то есть фактически, да, то есть Запад сегодня нам диктует вот эту вот моду. И посмотрите, как сегодня одеваются наши дети. Смотрите, как выглядят сегодня наши подростки, да, то есть особенно я вот про девочек, душа болит. Они же одеваются в нечто бесформенное, чтобы всячески свою женственность как-то замаскировать, чтобы этого не было, да. Это как раз западная мода. Именно так одеваются на Западе. Я учился в Польше 7 лет, я видел, ну, что это уже в начале 2000-х это было сплошь и рядом. И теперь это пришло к нам. То есть, если у нас не будет четко определенной позиции всех нас на то, чтобы остановить социально-духовную деструкцию, нам конец. То есть мы прекрасно с вами понимаем, что рыба, которая дохлая, она плывет по течению. Рыба, которая немножко живая, но она хотя бы будет на месте стоять. Но если мы хотим двигаться вперед, то нам нужно конкретно шевелиться. А мы шевелимся в чем угодно, да, в атомной энергетике, да, в развитии вооружений. Мы двигаемся в каких-то вопросах высоких технологий, IT там и так далее. Но в вопросе социальной, духовной деструкции мы, как рыба, которая, ну, как-нибудь уладится. Не уладится. Если гендеристы, назовем их таким словом, если бы они смогли нагнуть такую католическую страну, как Ирландия, вот, и просто ее размазали по стенке. Страна, где еще сейчас есть люди, которые жили, ну, вот моего возраста, в 7, 8, 9-детных семьях, это был стандарт. Прошло 15-20 лет, все снесли в Ирландии. Понимаете, если такую страну смогли нагнуть, вот, куча американцев родом из Ирландии, День Святого Патрика они там отмечают как чуть ли не самый главный праздник года, нагнули такую страну, то нас, это, знаете, как ногтик на мизинчике, да, то есть нас даже не заметят, если мы четко не займем позицию, именно защищающую наши семьи. Поэтому речь идет о том, чтобы каждый мужчина, я говорю про мужчин, сейчас Франческо тоже обратил внимание на отцов, на отцовство. Если каждый мужчина встанет и в полный рост скажет: ребята, это бред. Вот то, что сегодня наши власти, да, то есть хотят имплементировать, ну, вот это знаменитое, скажем так, в кавычках, либеральное десятилетие с 2010 по 2020 год, это мы на полных шагах шли к этому Содому и остановились вот буквально на самой-самой пропасти, да, то есть уже занесли шаг и хотели его сделать. Почему не публиковали? Я задал сегодня вопрос Наташе Ярошевич. Да, почему не публиковали позитивную социальную рекламу? Да потому что Минздрав блокировал это жесточайшим образом. Вот, невозможно было пробиться через этот вот препон. Чтобы получить согласование социальной рекламы за многодетность в Минздраве, это нужно было иметь такой блат. Мы видим, что есть 3 ключевые министерства. Да, то есть Министерство образования, Министерство труда и соцзащиты, Министерство здравоохранения. Они находятся четко под концептуальной властью иностранных организаций. Минздрав под ВОЗом, то только прямое вмешательство главы государства остановило нашу эту вакцинацию, намордование это с масками и так далее. То когда он остановил, если бы он не остановил, ходили бы мы с вами в масках и сидели бы мы с вами на локдаунах, как наши российские коллеги-бедолаги, да, то есть там за выход что-то 5000 штраф, если не мусор выкинуть. Минобр, Петр не даст соврать, ходили четко под концептуальной властью ЮНИСЕФа. Вот. И ЮНИСЕФ уже практически ногой открывает двери в Министерство образования. Министр сейчас поменялся, кабинет... А вот в том-то и дело, министры меняются, а замы и управление все остаются. Да? То есть люди, которые обучались вот этому всему, они остаются. Приходит министр, ну и что он может сделать? Он же не разгонит все министерство. Прежний прямым текстом сказал, что ЮНИСЕФ, говорит, достал. Он так вот это слово употребил. ЮНИСЕФ достал. Вот. Они рулят ЮНИСЕФ. А действительно в содружестве с ВОЗом ЮНИСЕФ создали вот эти печально известные кабинеты дружественных подросткам, да? То есть где фактически происходит растление наших детей по методичкам вот этих вот как раз юнисефовским и юнесковским. Почитать ЮНЕСКО, да, что там вообще, какие они там термины и определения, они же вот трансгендеризм это наше все. Вот. Ну и да, Министерство труда и соцзащиты находится под концептуальной властью ЮНФПА, то есть Фонд народонаселения, а точнее народа, наверное, вымирания, да, то есть народоуничтожения.
Вот. Не надо далеко ходить, да, то есть действительно это факт. Мы пытались сколько раз проникнуть на их, не знаю, как сказать, шабаши, да, то есть когда они учат, как проводить социальные исследования. Сегодня вопрос социальных исследований здесь подняли уже. Что кто заказывает социальные исследования, почему получается так, да, сегодня коллега из Белмапо говорила, да, что люди вот вживую, они вроде за трансгендеров, а общество против. Так получается, что, наверное, либо люди не те, либо общество не то. А я подскажу, так заказчик соцобследования не тот. Соцобследование или исследование заказывают те люди, которые хотят показать, что трансгендерность это нормально. Кто заказывает, кто платит, естественно, тот получает результат. Поэтому, то есть у нас на самом деле очень простые вопросы. Гендерная идеология, это кажется где-то далеко. Это вот как-то это нас не коснется. Сколько раз мы это слышали? Лекции читали для молодежи 15 лет назад. Говорят, да у нас никогда не будет этих однополых браков. О чем вы говорите? Теперь уже дети не смеются на эту тему. Они говорят, да, они же любят друг друга, почему бы и нет. То есть еще 2 шага, и мы уже легализуем это дело. Поэтому первым делом, что нужно сделать, да, то есть, я уже молчу про закон, который ограничит пропаганду ЛГБТ, да, то есть, слава богу, где-то уже наши там 50 тысяч подписей там зашевелились, либо какие-то другие каналы включились, да. Вот. Но идет как бы, да, не просто с этим законом, но как минимум нужно поднимать возраст согласия. Я имею в виду возраст согласия на мужеложествование, потому что либеральные вот эти тенденции, когда в 90-е годы опустили, во-первых, убрали мужеложество из УК, опустили возраст согласия до 16 лет. А мы понимаем, что как раз в 16 лет дети наиболее податливые на все, что связано с сексуальной тематикой. Вот. И в свое время, когда еще США были белыми и пушистыми, там даже исследования проводились на тему того, что как раз гомосексуальная инициация чаще всего происходит между 16 и 18 годами. Знаменитое дело Давидовича, да, если не ошибаюсь, да, то есть который там педофилил детей из детдомов. Удалось его привлечь только потому, что там были младше 16. А те, которые от 16 до 18, почему-то вот права он не может получить на машине кататься, и водку он не может пить. А однополые отношения, пожалуйста, да, то есть и все отлично. То есть фактически у нас узаконено мужеложествование детей. То есть, любой человек здравомыслящий понимает, что 16-летний подросток это ребенок, который очень легко поддается на манипуляцию. Нет, у нас по законодательству он уже имеет право мужеложничать с кем угодно и как угодно, потому что возраст согласия. Вот, однозначно, да, то есть должно быть очистка наших министерств, в первую очередь этих 3 ключевых министерств от иностранного влияния. И на это должна быть уже тут политическая воля, да, потому что те профиты, которые мы имеем от участия в ВОЗе, в ЮНФПА, да, в ЮНИСЕФе и так далее, та польза, которая, якобы нам говорят, это же хорошо, это полезно, она намного меньше того жуткого вреда, который эти агенты иностранного влияния сегодня оказывают на нашу страну. Я подозреваю, что где-то в высоких кабинетах все понимают, но почему-то до нас это не доходит. И по-прежнему, разговаривая с любым каким-то чиновником, депутатом и так далее, он говорит, это ж детский фонд, это же, как они могут зла нам желать? Это же ООН, это же декларация прав человека, да, о чем вы говорите? Из прав человека сделали сегодня, как мы слышали уже дважды, фашизм. Фактически фашизм. Если ты не разделяешь наши убеждения про гомосексуалистов, даже уж нельзя даже называть гомосексуалистами, их нужно называть в лучшем случае гомосексуалами, а лучше всего геями, небинарными, да, то есть это новояз, точно все по Оруэллу, да, то есть четко поменялось наше мышление. Поэтому, понятно, наш голос может быть слишком тихим. Но тот факт, что в нашей стране мы можем встречаться, и до сих пор спецназ не пришел нас и не повязал за эти темы, это на самом деле наш шанс. Потому что я вам скажу, в США, знаю из прямых источников, вот уже отец Франческо знает, традиционных католиков, которые, традиционные в плане веры, в плане следования учению церкви, и которые не разделяют ЛГБТ-ценности, их конкретно пасет ФБР, вот по всем США. То есть их закрывают, гоняют, а там, не знаю, что-то против абортов выступаешь, к ФБР, что-то против гомосексуализма, к ФБР. У нас, слава богу, пока взаимопонимание на этой почве. Сколько это взаимопонимание продлится, посмотрим. Но радуемся сейчас тому, что есть. Требуем, как с нашими подписями, да, то есть напоминаем нашим властям, что мы как раз за традиционное, мы знаем, что нужно делать. Вот, а там уже как Бог даст. Спасибо за ваше внимание. Спасибо. Да.